Добрый вечер, с вами Ирина Ефимова и программа «Якутия Лайф». Наша республика, Россия и мир 10 апреля напишет тотальный диктант. В 2019 году количество участников этой международной акции в Якутске составило около 1500 человек, а в 2020 году в ней приняли участие более 2500 якутян, несмотря на пандемию. Думаю, что в этом году в Якутске проверку грамотности пройдет рекордное количество человек. Ну, во-первых, Якутск стал столицей тотального диктанта. Во-вторых, команда организаторов прибыла в наш регион. И сегодня в нашей студии постоянный эксперт тотального диктанта, научный сотрудник и преподаватель Российского государственного гуманитарного университета и Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Антон Сомин. Антон, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, а сами вы писали тотальный диктант? Вот если бы вы задали этот вопрос позавчера, то я бы очень засмущался, потому что до позавчера я его никогда не писал и был таким членом команды тотального диктанта, никогда его не писавшим. Все время на даты выпадали какие-то другие события. Но вот когда мы летели из Санкт-Петербурга, который был предыдущей столицей тотального диктанта, в Якутск, мы на рейсе авиакомпании «Якутия» провели демо-диктант для желающих пассажиров. Вот они были первыми, кто написал. Это еще, конечно, не тот текст, который будет 10 апреля. И вот я был одним. Это случайные пассажиры? Это случайные пассажиры, да, мы рассказали, что по громкой связи, что столица переезжает из Петербурга в Якутск, и у вас есть такая уникальная возможность проверить грамотность на высоте, сколько там было, 10 тысяч километров? Нет, это... 10 тысяч километров. Да, значит, я не ошибся. В общем, на большой высоте проверить свою грамотность, и действительно люди нашлись желающие, мы это сделали, мы раздали им специальные устройства, чтобы не мешать остальным пассажирам. Они написали диктант, я был одним из них, это вот был мой первый тотальный диктант написанный, а потом уже в аэропорту мы наградили человека, который написал на 5 баллов, был такой среди пассажиров. И это были не вы? Я умолчу. На самом деле, да, я слишком поплатился своей любовью к тире вместо нескольких запятых, поэтому получил все-таки 4. Но была пассажирка, которая написала на 5, очень радовалась, мы ее наградили прямо в зоне выдачи багажа. Это была жительница Якутска? Да. Она очень волновалась, подходила к нам, спрашивала, как же. Проверяем, да, сейчас проверим. И вот была очень горда, фотографировалась с нами. А в целом нормально написали? В целом не очень, но это, скажем так, результаты, которые были на борту, очень хорошо коррелируют с общими результатами. Действительно, пятерок всегда меньше, чем остальных оценок. Так что ничего удивительного, но и ничего плохого. С 31 марта по 4 апреля в Якутске накануне диктанта проходит фестиваль грамотности. Ну вот, собственно, вы на него прилетели. И какие лекции вы там читаете? Вчера у меня была лекция, которая называлась «Языки мира вокруг света за 90 минут». Это про языковое разнообразие, про то, что не только русским и якутским, и английским, французским, немецким, а еще что в мире есть много других языков, 7000, все они удивительные, разнообразные, и вот мы со слушателями рассматривали интересные особенности других языков. А завтра у меня будет лекция, которая называется «Что нас злит и что тревожит в русском языке», о том, какие есть заблуждения о русском языке, что нас заставляет раздражаться, что нас заставляет злиться, из-за чего мы опасаемся, и что на самом деле практически нет причин для опасений, злости, раздражения и так далее. И еще у меня будет викторина для школьников. То есть послезавтра. Раздражаться даже не надо, там нас звонит, их не... Ну как, мы не можем запретить людям раздражаться. И вот как часто лингвисты говорят, в каждом лингвисте живут 2 человека. Ну вот когда мне в эфир звонят, я прям... Согласен. Это и меня раздражает, с одной стороны. С другой стороны, как лингвиста, меня это как раз очень интересует, потому что это та самая жизнь языка, которую мы изучаем. И то, что меняются ударения, и то, что меняется все, что угодно другое в языке, это естественные изменения в языке. Мы обращаем внимание на то, что кто-то звонит, а не звонит, но мы не обращаем внимания на то, что таких глаголов, которые за последние 200 лет перенесли ударение с окончания на основу, несколько десятков. Вот звонит и звонит, сверлит, сверлит, включит, включит. Несколько таких глаголов-триггеров, на которые мы обращаем внимание и раздражаемся, есть. А то, что раньше говорили «учит», «варит», «курит», «дарит», мы про это все давно забыли, но если мы будем читать стихи, написанные в XIX веке, мы увидим, что такие ударения действительно были. Ну или, например, вулкан сейчас курится, а человек курит. Вот в вулкане оно не переехало с постфиксом «ся», а без постфикса ударение переехало. Ну вот просто глаголу «звонить» не повезло,
в том смысле, что к нему приковано всеобщее внимание, и он хоть и хочет, как и его коллеги, другие глаголы перенести ударение, ему это не удается. Зато, пока мы все смотрим на него, остальные глаголы так вот тихонечко переносят ударение, но нас это не злит. Так что это скорее такой социальный конструкт, то, что что-то нас в языке раздражает. На самом деле это абсолютно нормально, и язык все время меняется, не меняются только мертвые языки. А как же ложь, которая неприятнее всего, когда она глагол? Все точно так же. Язык стремится к унификации, и то, что у глагола «класть» в каких-то формах должен меняться корень, это, конечно, не системно. А язык любит системность. И опять же, очень многое то, что нам сейчас кажется нормальным, 300 лет назад точно так же раздражало наших предков, потому что оно нарушало то, к чему они привыкли. Так что вполне может быть, что через 100 или 200 лет, когда уже людей, которых это раздражает, не останется, потому что новое поколение всегда немножко не так говорит и немножко не так относится к тому, что раздражает старшее, то, может быть, лингвистам придется изменить нормы и уже сначала сказать, что это допустимо, а потом сказать, что это единственно верное. Но, к счастью, мы это с вами уже не застанем, а наших потомков это уже, скорее всего, не будет раздражать. А вот это обилие заимствований, англицизмов в последнее время, особенно там job-offer, там вот. Job-offer, если конкретно про этот пример говорить, оно просто короче, чем предложение работы, а язык стремится к краткости, потому что мы, как люди, существа ленивые, мы стремимся к тому, чтобы меньше говорить и передавать больше информации, чтобы в каждое слово упаковать как можно больше информации. И заимствования как раз позволяют нам это делать. Действительно, если человек прямо вот специально употребляет одни сплошные заимствования, такие бывают в качестве такого личного языкового стиля, то это может раздражать. Это, наверное, некоторая избыточность. Ну, действительно, всегда бывает норма, а бывает лишнее. Но в целом то, что в язык приходит заимствование, тоже ничего страшного. Сам английский состоит наполовину из заимствований. То, что сейчас приходят англицизмы, это абсолютно нормально для русского языка, потому что на протяжении всей его истории к нам в разные эпохи приходили заимствования из разных языков. Были немецкие заимствования, были французские в XIX веке. Были Тюркских очень много тюркских, было. безусловно, да, еще раньше. Более того, даже возьмем, например, область одежды. Практически нет исконных слов, обозначающих одежду. Это не значит, что наши предки ходили голыми, разумеется, но нас совершенно не раздражают вот эти слова, потому что мы к ним привыкли. Точно так же и какие-то англицизмы уйдут. Если, например, посмотреть старые словари неологизмов, то там окажутся слова, которые вот тогда авторы записали, а сейчас мы даже не знаем, что они обозначают. Например, в одном из словарей я нашел слово «greenback». Что это непонятно. Если посмотреть на примеры, видно, что это жаргонное слово для доллара, которое, вот, видимо, пришло, просуществовало там несколько месяцев и ушло. Так вот, какие-то из них сейчас используются, скоро уйдут, а какие-то останутся в языке, и опять же через 50, может быть, 100 лет перестанут нас раздражать, и, может быть, мы даже перестанем осознавать их, ощущать как заимствование. Завтра на вашу лекцию могут все желающие прийти? Я надеюсь, что да. По крайней мере, она заявлена как открытая, но, честно говоря, я не знаю, как туда записываться, надо ли или не надо. Там идет регистрация, я так понимаю, через сайт. Вот, Надеюсь. поэтому, да, можно записаться. А также на фестивале грамотности вы проводите викторину для детей. Да. Вот как вы считаете, в каком возрасте нужно закладывать основу грамотности? Ну, конечно, чем раньше, тем лучше, потому что чем больше ребенок читает, тем более грамотным он становится. Кстати, тут нужно сказать, что часто говорят, что современные дети стали читать гораздо меньше, чем их предшественники, что, в общем-то, неверно, потому что современные дети стали читать больше, чем предшественники. Другое дело, что они читают не книги, а читают тексты в интернете, читают то, что им пишут друзья в мессенджерах, так что письменная речь и чтение, соответственно, наоборот, их стало больше. Другое дело, какие-то тексты. Вот. Но если возвращаться к вопросу про грамотность, то, конечно, да, чем раньше, тем лучше. С другой стороны, не нужно беспокоиться, если маленький ребенок пишет с ошибками. Скажем, я в детстве писала с большим количеством ошибок, и родители очень переживали, как же будет. Но я пошел в школу, и все это исправилось. Так что, в общем, ничего страшного нет. Главное, как мне кажется, что несколько противоречит идеологии тотального диктанта, но так как я все-таки не организатор, а внешний эксперт, могу себе позволить. Я считаю, что главное не то, как человек пишет с точки зрения орфографии и пунктуации, а то, как он выражает свои мысли. Потому что как он доносит смысл, да? Потому что если это какой-то бессмысленный текст или текст, в котором, в общем, понятная информация излагается как-то очень криво, то это, как мне кажется, гораздо хуже, чем если
и при этом написано правильно, чем если это текст с большим количеством орфографических ошибок, но с кристально ясным смыслом. Второе, безусловно, тоже раздражает и заставляет думать о человеке хуже, но, как мне кажется, это все-таки менее значимое, чем умение донести свою мысль до читателей, чему, к сожалению, в школе учат гораздо меньше, чем тому, как правильно расставлять запятые и о, не под ударением. А врожденная грамотность — это миф? Нет, она действительно бывает. Другое дело, что прямо-таки совсем врожденной нет. Скорее, это то, насколько человек может, имея доступ к большому количеству текстов, ну, тех же самых книг, это перевести у себя в голове в умение писать правильно. Вот. Это как раз не то, что человек родился и сразу умеет писать, а умеет интерпретировать увиденное в свое продуцирование текстов. Но вот возвращаясь к тому, что вы говорили о современных детях, этот феномен должен исчезнуть, потому что если они читают тексты в интернете и комментарии своих сверстников, соответственно, ну, грамотность там... Да, это может быть. И На здесь, втором месте. соответственно, у школы оказывается еще большая ответственность в деле обучения детей. Да, тут я с вами согласен. Вы как преподаватель перешли на онлайн-обучение со своими студентами во время пандемии? Куда мне было деваться, конечно. Вот, и как это повлияло, дистанционное образование? Ну, сложно сказать, потому что преподавание в школе, преподавание в университете с этой точки зрения различаются, и те курсы, которые я веду, не так-то просто проверить качество усвоения. Ну, скажем, я веду разные курсы вроде введения в языкознание у филологов, у переводчиков. И проблема в том, что я не могу в дистанционном формате провести экзамен так же, как я бы проводил его в устном формате, ну, как минимум проконтролировать самостоятельное выполнение. Поэтому мне сложно сравнить. Но коллеги, которые, например, в школе преподают, говорят, что, конечно, стало хуже, что детям труднее усваивать информацию, когда она доносится с экрана ноутбука, а не вживую от учителя. Тут мне остается только поверить тому, что я слышал от своих коллег из школы. А тотальный диктант лучше писать онлайн или офлайн? Это зависит, мне кажется, от самого человека, потому что, с одной стороны, как кажется, та атмосфера, которую вы получаете, когда пишете вживую, вы видите то, что называется в тотальном диктанте диктатора, человек, который диктует тексты, обычно это какой-то известный человек. Вы видите других людей, которые тоже пришли проверить свою грамотность, несмотря на, скажем так, школьные травмы, нанесенные нам диктантами и нервами в школах. Это определенная атмосфера, которая многих вдохновляет. С другой стороны, для некоторых людей это может быть дополнительный стресс, и им будет комфортнее написать, сидя дома перед экраном, расслабленно и проверить самих себя, а не отдавать свои работы на проверку другим людям. Так что тут уже зависит от человека. Ну и, конечно, пандемия никуда не делась, поэтому иногда, может быть, лучше посидеть дома, а не приходить туда, где будет много людей. Но, как кажется, всем вместе быть интереснее. Ну, кстати, само слово «пандемия», оно в самом начале было немножко непривычно, сейчас оно уже прям, ну, совершенно вошло в обиход. Вот. А что еще нам принес коронавирус? Ну, язык, как живой организм, подстраивается под окружающую действительность, под окружающие реалии, поэтому действительно появились новые слова или оживились старые слова. Из новых появилось много слов, связанных с Zoom, который стал основной программой для дистанционного общения, и, скажем, глагол «зумиться» или сложные слова вроде «зум-встречи», «зум-общение», «зум-вечеринка», вот разные такие появились. Мы стали чаще использовать слово «изоляция» и «самоизоляция» или «карантин», который тоже немножко изменил значение, потому что если раньше на карантин отправляли тех, кто заболел, то сейчас, в 2020-м, на карантине успели посидеть все, и больные, и здоровые, поэтому можно говорить о некотором изменении значения уже существующего слова. Ну и разные слова с корнем «ковид» или «корона», например, «коронаскептики», или вот в английском языке появилось в русский, тоже перешло, но практически не использовало слово «ковидиоты», которое обозначало либо людей, которые отрицали наличие коронавируса, либо, наоборот, которые испугались и бросились закупаться продуктами и разными прочими вещами. Ковид-диссидент. Ковид-диссидент, да, безусловно. Тоже такие сложные слова. Да, вот это вот те изменения, которые принес коронавирус в русский и в другие языки. Девиз тотального диктанта — «Писать грамотно, модно». Вот. Но я хочу вспомнить, что в начале 2000-х в Рунете был модным подонковский или албанский язык. Вот эти все «Привет, медведь, я креветка, автор ржешь, выпей яду, убейся об стену» и так далее. Вот. Насколько такая мода влияет на формирование современной русской речи?
Ну вот как мы сейчас видим, вопреки предсказаниям скептиков, которые в начале 2000-х хватались за голову и говорили, что вот она, гибель русского языка, которую мы так долго предсказывали, вот она на наших глазах происходит, а какие из этих слов мы используем сейчас? Практически никакие. Если кто-то это слово использует, то все на него покажут пальцем и скажут, что он застрял в 2000-х. Так что легко увидеть, что это мода мимолетна, так же, как и мода на одежду, например, и на другие вещи. И серьезно как-то на язык это не влияет. С другой стороны, когда мы с коллегами несколько лет назад писали словарь языка интернета, куда мы включали слова, которые вот с 90-х и до 2017-го, когда мы его писали, вошли в русский язык, мы увидели, что какие-то слова приходят и уходят, хотя тогда, когда они появились, они производили фурор, а какие-то тихонечко пришли и остались. Ну, допустим, слово «диванный» в значении диванные критики, диванные войска — это слово тоже из интернет-общения, которое появилось и живет себе уже довольно долго. Ну, вот или слово «ламповый», которое теперь означает Да, такой. тоже очень хороший пример. Действительно, тоже сначала в интернет-общении, изначально только для лампового звука, а дальше стало обозначать разные другие уютные вещи, такие старые, приятные. Да, так что влияние интернет-языка на обычный русский язык сильно преувеличено. Но, конечно, какое-то оно есть, но я бы не сказал, что это нужно оценивать исключительно негативно, как деградация или еще что-нибудь хуже. Это расширение, потому что чем больше слов, тем больше смыслов мы можем передать, так что, наоборот, это обогащение русского языка. Хорошо. В продолжение темы о моде на определенные слова сейчас в топе такие выражения, как чекать, флексить, чилить, краш, факап, схил, солтаут. Ну вот Джо Отличные Кофер я слова. вначале переводила и так далее. Через какое время такие высказывания попадают в словарь неологизмов и вообще попадают ли? Да, тут нужно понимать, что словари неологизмов пишут разные люди, и какие-то лингвисты будут стараться поскорее их внести, но скорее в норме лингвисты смотрят, чтобы слово хоть какое-то время в языке просуществовало, с одной стороны, с другой стороны, чтобы оно проникло из подязыка определенной социальной группы более широко. Ну, например, если это только молодежный сленг, скорее всего, такое слово не попадет в словарь, потому что, ну, то есть попадет в словарь молодежного сленга, но не неологизмов, потому что неологизмами мы скорее считаем слова, которые известны всем носителям языка, ну или многим, по крайней мере, из них. И нужно, чтобы оно действительно перестало быть, скажем так, маркировано как странное, неупотребляемое в нормальном русском языке слово. Вот если оно попадает в официальные тексты, если, например, вы как ведущий его можете употребить, то, скорее всего, уже пришло время заносить это слово в словарь неологизмов. Хотя, конечно, никто не может гарантировать, что это мимолетная мода, все-таки предсказывать довольно сложно, и через полгода про него никто не вспомнит. Слушайте, ну вот в начале 20 века, если говорить о неологизмах, да, то очень большую роль сыграли именно писатели, да, писатели, поэты, там, у одного Маяковского сколько неологизмов было, там, Да. у Хлебникова, и это был, ну, такой вот прям процесс. А вот сейчас влияние литературы современной на язык, по-моему, Да, конечно, в гораздо меньшей степени. Ну, во-первых, безусловно, люди стали меньше читать. Опять же, это не потому, что культура портится, все мы портимся, а потому что у нас стало больше источников информации. Жизнь стала быстрее, и дополнительно к литературе появились телевидение, потом интернет и так далее. Конечно, из-за этого роль литературы как источника, который формирует язык, снизилась. С другой стороны, бывают, если возвращаться к языку интернета, мемы, когда кто-нибудь что-нибудь ляпнул, и дальше оно уходит в обычный язык. Ну, вспомнить, скажем, «денег нет, но вы держитесь». Очень емкая, очень хорошая фраза, которая теперь используется не только со словом «денег», а с любым «чего-то нет, но вы держитесь». Замечательная фраза. Ничем не хуже, чем какие-нибудь счастливые часов не наблюдают, только одно пришло из новостей, другое пришло из литературы. Так что все равно у нас есть люди, которые влияют на язык, но скорее сейчас это больше политики, какие-то другие культурные деятели, а не писатели. А сами вы употребляете заимствованные слова, так, или следите за этим или стараетесь не употреблять? Я их употребляю, то есть я не стремлюсь к тому, чтобы специально очистить свою речь от них. С другой стороны, в некоторых ситуациях я замечаю, что, может быть, это делаю излишне, но, например, часто использую слово «окей», которое сейчас уже скорее выдает во мне человека, пожившего на Земле, потому что более молодые говорят уже «ок», а не «окей», там, где можно было бы использовать «хорошо». И когда я, например, веду занятия по русскому языку, наверное, этого уже не стоит делать, там я стараюсь себя контролировать. Но в обычной речи главное знать норму.
А так, опять же, заимствование может иметь просто несколько более узкое значение, чем его русский аналог. Опять же, вспомним политиков. Вот недавний случай, когда премьер возмутился словом «воркшоп» и предложил его заменить на семинар или мастер-класс. Ну, во-первых, и семинар, и мастер-класс тоже заимствования, просто более старые. А во-вторых, все эти три слова обозначают немножко разные виды деятельности, поэтому, опять же, заимствование — это не засорение языка, а, наоборот, расширение его лексических возможностей, чтобы для каждой ситуации было специальное слово, которое эту ситуацию описывает. Ну вот мы с вами начали с того, что в русском языке очень много заимствований. Вообще, каков процент исконных слов в русском языке? Ой, Исконно-посконных. сложные вопросы вы задаете. Я не смогу сказать точное число, тем более, что довольно сложно ответить на вопрос, что такое исконно русское слово. Например, слово «хлеб» в истории русского языка, вот сколько существует русский язык, столько оно в нем есть. Но в прославянский язык, из которого возник русский, это слово заимствовалось из готского языка. Должны ли мы его считать исконно русским? Видимо, должны. С другой стороны, оно не исконно славянское. Но странно считать исконно русским словом не исконно славянское. Поэтому, в общем, тут есть сложности именно терминологические, но действительно слов культурной лексики, то есть не служебных слов, а обозначающих какие-то элементы нашей повседневной жизни, очень много заимствованных, но про многие из них мы это совершенно не ощущаем. Ну, не знаю, слово «тетрадь», например. Если вдуматься, то легко в нем увидеть корень тетра, который значит четыре, греческий, ну, собственно, четырехугольник. Но ведь совершенно простое русское слово — тетрадь, тетрадка и так далее. Суп, галстук, фонарь, косметика. Да, таких слов очень много. Аптека. Так что ничего страшного в заимствованиях нет. Они хорошо усваиваются русским языком. Ну, то есть в процентном соотношении вообще непонятно, да, сколько... По крайней мере, я не знаю ответ на этот вопрос. Возможно, где-нибудь есть, но это будет не конкретное число, а точно это будет какой-то диапазон, просто в зависимости от того, что мы считаем исконно русскими словами. То есть вы сейчас сказали о прославянском языке. Да. Вот, был прославянский, потом был древнерусский. От какого момента ведется отчет современного русского языка? В истории языков нельзя провести строгую границу, где закончился один период и начался другой. Нельзя сказать, что вот в этом году древнерусский закончился и начался современный русский. Это примерно как вот в физике спектр цветов. Красный переходит в желтый через оранжевый, но где проходят границы между красным и оранжевым, мы сказать не можем. Некоторые ведут отчет от Ломоносова. Да, действительно, от Ломоносова иногда говорят, что Пушкин — родоначальник современного русского языка, но это, опять же, некоторая условность. Мы на них ориентируемся, потому что они сделали прецедентные тексты, то есть те тексты, в которых много новых слов, которые потом стали использоваться в науке, если говорить про Ломоносова, или слов и грамматических конструкций, на которые стали ориентироваться другие авторы, имея в виду литературный русский язык. Но если говорить про обычный разговорный, то это очень медленный процесс изменения. Как я говорил, младшее поколение всегда говорит немножко не так, как старшее, и это просто происходит очень-очень медленно. Ну вот считается, что где-то в 15 веке древнерусский делится на будущий русский, будущий белорусский, будущий украинский. До этого это один и тот же язык. Но, опять же, это некоторая условность. Вот. А дальше есть некоторые периоды развития русского языка. И, ну и повторюсь, строго это ограничить нельзя. Это такой плавный процесс постоянного изменения. Вы перед эфиром сказали, что ваш родной язык белорусский. Да, это сложный вопрос, что такое родной язык. Опять же, лингвисты любят говорить на любой вопрос, что это сложный вопрос и проблемы с терминами. Кто-то называет родным языком тот, на котором он говорит с детства, кто-то называет родным языком тот, который для него основной сейчас, кто-то называет родным языком тот, на котором он вообще не говорит, но это язык его этноса. Но вот белорусский для меня, так как я из Беларуси, мне хочется его считать своим родным, как язык моего этноса, но при этом, если говорить, что родной — это тот, на котором ты думаешь или на котором говоришь с детства, то это, к сожалению, для меня будет не так. В этом случае мой родной русский. Не в смысле, что это плохо, а в смысле, что я не могу себя называть полноценным билингвом, как, насколько я понимаю, многие жители Якутии, которые с детства одинаково хорошо говорят и на якутском, и на русском, что вызывает у меня неподдельное восхищение. Но да, надо сказать, что белорусским языком я в большей степени заинтересовался, когда поступил в университет в Москву, чем когда я жил дома, учил его в школе и думал, зачем я это делаю. А сейчас я белорусист и в первую очередь занимаюсь
не только русским, но и белорусским. Вы выучили, то есть его Нет, позже, я да, его знал, получается? я его знал с детства, хотя в семье мы говорили по-русски, но мое детство пришлось на период белорусизации, когда в 90-е годы постепенно общество переходило на белорусский язык, поэтому я его в самом детстве слышал довольно много и по телевидению, и в детском саду с нами говорили по-белорусски. А когда я уже пошел в школу, то это уже была русскоязычная школа, хотя уроки белорусского были. Поэтому в детстве я на нем говорил немного, но знал, безусловно. Хотя и не идеально. А вот уже идеальное владение скорее в целом взрослом вы возрасте. знаете 11 языков? Ну, что такое знать язык? Скажем, если ты можешь читать со словарем, но не можешь на нем говорить свободно, это знать или не знать? Что-то такое посерединке. Поэтому я обычно уклончиво отвечаю, что от одного русского до примерно 10-11. Но свободных, наверное, 3-4. Да, вот Русский, какие? белорусский, английский, польский, ну и, может быть, французский. И еще? Из менее свободных немецкий, арабский, мальтийский, шведский. Ну, это те языки, которые я учил. Какие-то из них позабыты, какие-то еще что-то где-то у меня в голове живут. Ну, это все европейские языки. То есть, Ну, кроме арабского и мальтийского. Мальтийский формально европейский, но это бывший арабский, так что не вполне. А интересуют вас тюркские языки, восточные языки? Меня не интересует как лингвиста, и в целом я понимаю, как они устроены, потому что я часто читаю лекции про языки мира, и всегда привожу тюркские языки как пример замечательных языков, которые не имеют приставок, зато имеют много суффиксов, и то, что по-русски выражалось бы целым предложением, в тюркских языках может выразиться одной глагольной словоформой. Но говорить и понимать я ни один тюркский, к сожалению, не могу, хотя думаю, что когда-нибудь что-нибудь все же выучу. Но про их устройство я в какой-то степени знаю. Как вообще знание нескольких языков влияет на человека? Чем больше языков ты знаешь, тем проще тебе учить каждый новый язык. Поэтому здесь не то, что голова переполняется уже выученными языками и больше места не остается. И это хорошая тренировка памяти, это хорошая тренировка логики. Не зря и на Западе, и в восточных странах все больше людей пожилого возраста начинают учить иностранные языки не для того, чтобы их использовать, а для того, чтобы тренировать мозг, для того, чтобы противодействовать процессам старения. Так что это хороший механизм, который позволяет держать наш мозг в тонусе. А это как-то влияет на уровень грамотности? Интересный вопрос. Я не думаю, что это напрямую влияет, разве что приходится больше задумываться о природе иностранных языков, и это может вызвать дополнительные размышления о природе родного языка. Ну и кроме того, когда вам приходится регулярно смотреть словарь, вы запоминаете так или иначе написание определенных слов, но прямо-таки прямого влияния я бы все же, наверное, не называл. Но билингв — это, по-вашему, безусловно, хорошо. Да, и не только, по-моему, и психолингвисты изучают, ну, скажем, как устроен билингвы. Им все время приходится разрешать конфликт между языками. Им все время приходится решать, на каком языке нужно что-то сказать, в какой ситуации. Иногда происходит то, что в лингвистике называется переключение кода, когда в середине предложения человек вдруг с одного языка переходит на другой, а потом назад, не задумываясь об этом. И это то, что называется когнитивный конфликт в языке, и это помогает билингвам решать когнитивные конфликты, когда нам нужно прореагировать на разные стимулы одновременно. И билингвы это делают быстрее, чем монолингвы. Так что есть прямое влияние билингвизма на скорость реакции в разных более сложных ситуациях. Но, вот, к сожалению, это стало известной мной, вот эта точка зрения, не так давно, потому что вот в советское время считалось, что ну, зачем ребенку учить два языка, он будет путаться, пусть лучше хорошо знает один язык. Да, это большая проблема, к сожалению. Если посмотреть на современное языковое состояние России, то очень многие языки регионов, и тем более малые языки, находятся под угрозой исчезновения вот именно из-за этой политики. Увы, это тот факт, с которым нам приходится жить. И, кстати, когда я прилетел в Якутию, первый раз в Якутии, я знал, что ситуация с языком здесь гораздо лучше, чем во многих других российских регионах, но было очень приятно увидеть своими глазами, услышать своими ушами, как в аэропорту делают объявления по-якутски, не только по-русски и по-английски, как люди друг с другом общаются по-якутски, чего, например, невозможно увидеть, скажем, в Ижевске с удмуртским, или довольно трудно услышать адыгейский в Майкопе, хотя можно. Это меня очень радует как лингвиста и как сторонника языкового разнообразия.
К слову о пандемии, вы вели очень интересную лекцию про название болезни на онлайн-марафоне тотального диктанта. Вот как лингвист, расскажите, почему коронавирус все-таки, а не коронавирус, и где нужно сидеть в самоизоляции, и как долго на карантине с точки зрения этимологии? Да, в прошлом году, когда наступила пандемия, мы организовали онлайн-марафон тотального диктанта, когда целый день лингвисты читали лекции, в студии были гости, лингвисты, писатели. И в этом году тоже, кстати, будет онлайн-марафон, причем еще длиннее, кажется, чуть ли не сутки он будет идти, в тот же день, что и тотальный диктант, если я ничего не путаю. Да, и я читал лекцию про название болезни, не только про коронавирус, про разные другие. Отвечая на ваши вопросы, почему он пишется через «а», потому что это слово, которое заимствовано целиком, оно образовано не в русском языке, и тогда бы, если бы оно было в русском образовано от слова «корона» и слова «вирус», конечно, оно писалось через «о» как соединительную гласную, но оно было заимствовано целиком из английского языка, в котором оно, в свою очередь, было образовано из латинских слов, и по-английски оно coronavirus, и поэтому и в русском оно пишется так. Таких слов с «а», где мы бы ожидали «о», на самом деле много. Какой-нибудь аквапарк — это ведь тоже слово из двух корней, в котором не соединительная гласная «о», а просто исходная «а». Что касается изоляции, то я люблю эту этимологическую историю. Слово «изолироваться» в русский язык пришло из немецкого. В немецком оно образовано от латинского, опять же, корня «исола» — это остров. Соответственно, если смотреть на историю слова, то изолироваться — это значит оказаться на острове. Поэтому в идеальной ситуации изолироваться нужно на каких-нибудь островах, правда. Мало у кого у нас есть собственный остров. А про карантин — это слово, которое пришло из французского языка в русский, а во французский оно пришло из венецианского диалекта итальянского, где карантином называли период в 40 дней, от слова «quaranta» 40, на который оставляли корабли, которые приплывали из регионов, где была чума. Они плавали в отдалении от берега, чтобы не занести чуму 40 дней, и поэтому это стало называться карантин. Поэтому, опять же, с точки зрения этимологии, карантин должен длиться 40 дней, а изолироваться мы должны на острове. Но кого интересует история слов? Цель тотального диктанта — это повышение грамотности, культуры речи и мотивации к чтению. Вот как этого достичь, чем привлечь детей, молодежь, людей разных профессий? Это очень сложный вопрос. Если бы мы знали на него ответ, то все были бы вокруг грамотными, образованными и начитанными. Ответа простого нет, но вот наш, например, фестиваль грамотности, который мы проводим и показываем, что русский язык — это интересно, и другие языки — это тоже очень интересно, это один из способов достичь того, о чем вы сказали, всеобщей грамотности и интереса к языку. И хочется, конечно, показать, что русский язык — это не просто список скучных правил, которые нужно вызубрить, и еще более скучных исключений, которые тем более нужно вызубрить, а что это живой механизм, который изменяется, который подстраивается под нашу жизнь, и что даже те правила, которые мы учим в школе, у них есть своя история, которая объясняет, откуда они взялись, и их не нужно зазубривать, а их можно понять, и откроются целые бездны интересных особенностей русского языка, ну и других языков тоже, потому что, разобравшись в одном языке, ты понимаешь, насколько интересны и все другие. Слушайте, а вот искусственные языки. Когда-то было модно эсперанто, да, его придумали специально, он был очень простой, латинские корни, и вот считалось, что он объединит там, весь мир, и были какие-то вот упертые люди, которые его учили и пытались на нем разговаривать. Вот, но оказалось, что проще выучить всем английский. Ну, это то, что английский таким оказался, это не особенность английского языка, а особенность нашей истории и политики, потому что если бы история 20 века пошла каким-то другим образом, то какой-нибудь другой язык мог бы оказаться международным, независимо от его сложности и простоты усвоения. И, может быть, когда-нибудь в будущем что-нибудь такое произойдет. Но, опять же, в начале 20 века международным языком был французский, в 19 веке скорее немецкий, а английский — это только вторая половина 20 века, так что это все быстротечно. Что касается искусственных языков, то да, действительно, их довольно много, хотя известных не так уж много. Есть языки, которые создавались как раз для международного общения, типа эсперанто, или был язык волапюк, который его предшественник. Есть языки, которые создаются для отдельных языковых групп, например, есть язык словио и язык межславянский. Это язык, который должны понимать все носители славянских языков. В общем, действительно так и происходит. И если бы мы знали эсперанто, или вот если бы этот язык стал популярным, то действительно, может быть, было бы нам проще общаться, но заставить
заставить людей отказаться от существующего языка, конечно, трудно. Это должно быть желание всех, ну или многих, по крайней мере, стран, чтобы действительно этот язык стал популярным. А есть еще искусственные языки, которые создаются для книг и для фильмов, как элемент художественного мира, так называемые арт-ланги, то есть языки художественные. Язык эльфов? Да-да-да, язык эльфов или языки из, скажем, «Игры престолов», где тоже есть, не в книге, правда, а для фильма специально создается, дотракийский. И есть отдельные люди, которые специально по заказу кинокомпаний или если пишут книги, как тот же Толкин, сидят, придумывают языки. Ну, а язык, как часто говорят, формирует вселенную внутри человека. Так что для них это оказывается важным элементом создания книжной или фильмовой вселенной. Лично я очень печалюсь, что никакой искусственный язык не получил настоящей международной распространенности, но надо сказать, что носители эсперанто, не только те, кто его выучили, но даже те, для кого он родной. Это обычно дети, которые родились в семьях эсперантистов, особенно если у них родные языки разные, скажем, мать француженка, отец русский. Они могут между собой говорить на эсперанто, и ребенок будет знать эсперанто как родной. Это показывает, что искусственные языки обладают всеми теми возможностями, что и естественные, в частности, могут стать родным языком и языком мышления для таких детей. Сколько их сказать сложно, обычно оценивают, что от сотни до 1000 носителей эсперанто как родного языка. Так что, может быть, что-нибудь когда-нибудь и изменится. Но если вернуться к тотальному диктанту, какие ошибки люди допускают чаще всего? Сложно сказать, у нас нет именно статистики, что бывают ли это орфографические или пунктуационные, это зависит от конкретного человека. Бывают, например, тексты безупречные с точки зрения орфографии, но с пугающим количеством пунктуационных ошибок. Обратное тоже, в общем, бывает. Но если попытаться обобщить, то те правила, которые хорошо отрабатываются в школе, ну там какой-нибудь сатся, про которые все говорят, но тотальный диктант показывает, что с ним особо проблем нет. Люди понимают, когда что пишется. Или, например, ОЙО после шипящих, опять же, там, как можно писать девчонка через ё, люди так и не делают. Ну, вот или те, кто так делают, не приходят писать тотальный диктант. тоже может быть, согласен, у нас несколько смещенная выборка. Но те правила, которые действительно сложные, а в русском языке все-таки есть сложные правила, которые меньше отрабатываются в школе, на них, конечно, ошибок гораздо больше. Ну, например, слитное раздельное написание «не» или одно-два «н» в причастиях и прилагательных, которые не всегда просто различить. Таких ошибок оказывается гораздо больше. Или, например, написание большой или маленькой буквы, скажем, когда Луна или Солнце, вот в прошлом году был текст про Циолковского, там были эти слова, когда они как название астрономических объектов с большой буквы, когда не название астрономических объектов, ну там загорает на Солнце или Луна взошла, вроде бы астрономический, но это бытовое употребление, поэтому с маленькой буквы. В общем, тут нужно хорошо анализировать контекст, таких ошибок много. Если говорить про пунктуацию, то часто люди ошибаются в бессоюзных сложных предложениях, ну вот, например, двоеточие. В школе усвоили, что якобы где можно вставить «а именно», там можно вставить двоеточие. Но люди забывают, что это касается именно сложных предложений, поэтому вставляют двоеточие где угодно. Вот такой знак, который опасный. Или часто бывают ошибки про прямую и косвенную речь. Как оформлять прямую речь, как оформлять диалоги. Кстати, небольшая подсказка в диктанте этого года, спойлер, вот заимствованное слово, но которое здесь пригодится, будет места, где нужно будет хорошо понимать, как оформляется прямая речь и диалоги. Так что, если наши слушатели собираются писать тотальный диктант, это правило лучше повторить. Спасибо за лайфхак, спасибо за беседу. Спасибо вам большое. Вы нам легко и просто рассказали о сложном русском языке. А на этом выпуск программы «Якутия Лайф» подходит к концу. Гостем нашей студии был постоянный эксперт тотального диктанта, научный сотрудник и преподаватель 2 университетов Антон Сомин. Меня зовут Ирина Ефимова, я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире.